Коррупционный скандал на Украине, в центре которого оказались бизнесмены, близкие к президенту страны. Авторы журналистского расследования обвинили Петра Порошенко в том, что он наживается на распределении бюджетных средств, предназначенных для обороны. Под контролем его друзей все денежные потоки в сфере государственного заказа. Подробности в репортаже Валентины Соловьевой. Наши бажания и потребы. Наши желания и потребности не всегда совпадают с нашими возможностями. Нам понадобятся еще годы и десятки миллиардов гривен, чтобы спать спокойно. Армии не хватает денег, так любит повторять Петр Порошенко. Но издание «Украинская правда» открыло глаза налогоплательщикам на тех, кто набивает карманы из оборонного бюджета страны. Авторы расследования утверждают, что ключевую роль в его распределении играют друзья президента. Это два ближайших бизнес-партнера олигарха Порошенко – Олег Гладковский и Игорь Кононенко. Все трое еще и соседи по дачам в Испании. Незадекларированные виллы на морском берегу недавно нашли репортеры. Вибачте, мы шукаем виллу. Мы ищем виллу президента Украины. Так, поезжайте прямо вдоль пляжа. Там будет вилла президента? Украины, да. Украина, да? Петр Порошенко его зовут. Да. По принципу, кому война, кому мать родна. Война для нынешней власти и для главных ее представителей однозначно мать родна. Оборонный бюджет Украины более 100 миллиардов гривен в год. Для понимания, это около 300 миллиардов рублей. Как пишут журналисты, свои люди у президента есть на каждом этапе согласования расходов. Все устроено так, чтобы любая нужная бумага могла быстро получить одобрение, а ненужная компания не получила доступ к торгам. Все конкретные фамилии издание называет. Люди, которые сейчас в Министерстве обороны отвечают за закупки и за распределение бюджетов, это люди, которые мало отношения имеют вообще к Министерству обороны. Там бывшие коллеги Порошенко, есть его друзья, которые никогда не занимались ничем связанным с обороной. Поэтому все эти назначения говорят о том, что Порошенко понимает, что его время приходит к концу, и ему нужно заработать максимально большое количество денег вот прямо здесь, сейчас, чтобы уйти с полными карманами. Конечно, ради пиара Порошенко может посидеть в кабине боевого истребителя, его покатают там по аэродрому и дальше покажут все это на центральных каналах украинского телевидения. Но понимаете, все это пиар, причем пиар достаточно низкого свойства. Реально сегодня украинская армия одна из самых нищих, обездоленных и технически деградируемых во всей Европе. Авторы расследования в «Украинской правде» утверждают, что обнародовали только часть информации, и продолжение следует. Пока ни антикоррупционные органы, ни администрация Порошенко на статью не отреагировали. Возможно, слишком много всего навалилось. Одновременно в адрес президента прозвучало еще одно громкое обвинение. Экс-депутат Александр Онищенко, которого в окружении Порошенко видели последние несколько лет, признался. Он выполнял для президента теневые финансовые сделки. В Верховной Раде покупал нужные главе государства голоса депутатов. Стоимость одного доходила до 100 тысяч долларов. Онищенко уверяет, у него есть компромат на бывшего заказчика. Он его уже передал спецслужбам США. Якобы глава государства вымогал деньги у крупных предприятий. Разговоры, которые теперь могут стать уликой, Онищенко записывал на скрытый в часах диктофон. Когда он, допустим, арестовывал чьи-то там активы и прочее, а потом как бы вел с ними переговоры на то, сколько денег они должны ему там отплатить за это. Я знаю только рейдерские переговоры и захваты, это порядка 300 миллионов долларов. В целом власть начинает слабеть. Появляются вот такая, как есть образ крысы, которые бегут с корабля, и они бегут не просто молча, а повизгивая и рассказывая о том, в чем они сами участвовали. Плюс к этому реформы провалены, ни одно обещание не выполнено. Народ выбирал эту власть для того, чтобы они прекратили войну и восстановили экономику. Вместо этого продолжается война, а Украина превратилась в попрошайку. Трудно не заметить, что громко выстреливающие компроматы друг на друга уже традиция в украинской политике. Вспомнить хотя бы кассетный скандал 2000 года, когда в прессу попали записи, на которых бывший президентом страны Леонид Кучма якобы приказывал устранить известного журналиста Георгия Гангадзе. Разразившийся тогда скандал серьезно подорвал рейтинг главы государства. Что касается рейтинга Порошенко, то он и до этих разоблачений был рекордно низким. Валентина Соловьева, Наталья Литовка, Христина Иванова, Первый канал, Киев.